Маулид делаешь, да? Ты маулид признаешь? Плов любите кушать, значит, да? Но пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вот так, именно в таком формате собирался со сподвижниками, проводил маулид. Каждое новшество – это заблуждение. И каждое заблуждение будет в аду. Как же ты посмотришь в глаза пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, в судный день, когда ты сделал то, что он не сделал, на что он не указал. Но не показал это пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Сегодня хотели немного поговорить о маулиде. Враги ислама опять-таки проснутся в этот месяц и начнут приводить всевозможные доводы о том, что маулид нельзя проводить. Давайте вначале вообще разберем, что такое маулид. Маулид – это, в первую очередь, собраться, собрание мусульман. Касательно того, чтобы мусульмане собирались, что это побуждается, маджлисуль ильм, маджлисуль зикри. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, такие места назвал райскими садами. И говорил, когда сахабам говорил, чтобы участвовали, принимали участие, чтобы посещали эти райские сады. И когда удивленные сахабы спрашивали, как могут быть райские сады на земле, когда спросили, пророк, алейхиссалату вассалям, райскими садами назвал именно маджлисы поминания Аллаха, приобретение знаний. И начало этого мероприятия берет чтение аятов Корана. О достоинстве чтения Корана тоже очень много можно говорить. И в хадисах говорится, что это очень ценное деяние, приближающее ко Всевышнему Аллаху. За чтение одной буквы 10-кратное вознаграждение бывает. Просто представьте, одной буквы из Корана 10-кратное вознаграждение. И в другом хадисе говорится, тот, кто слушает Коран, тот подобен тому, кто сам его читает. То есть вот такую же награду он получает, кто слушает. Если я один буду читать Коран, все, кто меня слушает, такую же награду получают, как будто сами это прочитали. Что касается дальше содержания этого маулида, это таубу, это покаяние. Это то, что нам помогает, наше сердце, в хадисе же говорится, на сердце каждый раз, когда мы грех совершаем, черная точка появляется. Вот эти черные точки, то, что убирает с нашего сердца, это тауба. Начало любого пути приближения к Аллаху. Чтобы мы к Аллаху приблизились, в первую очередь мы должны покаяться за свои грехи, чтобы это как груз, который нас на дно тянет. Также это зикру, поминание Аллаха. Просто слова «Ля иляха илля-Аллах». В хадисе говорится, если на одну чашу весов положить фразу «Ля иляха илля-Аллах» и на другую чашу весов положить все 7 земель и небес, то чаша с «Ля иляха илля-Аллах» перевесит, она будет тяжелее. Просто за эту фразу «Ля иляха илля-Аллах». Опять-таки то, что приближает нас к Аллаху. Далее салават. Салават на пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Это единственный из видов ибадата, который всегда принимается. Представьте себе, все благие деяния делятся на принятые Аллахом и не принятые Аллахом. И отвергнутые. В зависимости от намерения человека, насколько он с ихлясом, с искренностью ибадат совершал. Возьмем намаз. Намаз может Аллах принять, может не принять. Насколько ты искренне совершал. Хаджи возьмем, садака возьмем. Но салават на пророка, саллиллаху алейхи вассалям, всегда принимается. Салават на пророка, саллиллаху алейхи вассалям, это такая вещь, которая принимается всегда. Еще одной из ценностей салавата на пророка, саллиллаху алейхи вассалям, это такая вещь, такой вид ибадата, который Аллах нам повелевает в Коране и говорит, что Бисмиллахи рахмани рахим, инна Аллаха ва малайкатаху юсаллуна аля наби. Аллах говорит, поистине Всевышний благословляет пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Его ангелы благословляют пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Я аюхалладина аману, саллю алейхи вассаляму таслиму. О, вы, которые уверовали, вы тоже благословляете пророка. То есть Аллах Всевышний намазы не совершает, ибадаты не совершает, хадж не выполняет, уразу Аллах не держит. Аллах поклонение не совершает, которое мы совершаем. Но благословлять пророка, саллиллаху алейхи вассалям, это же тоже наш ибадат. Это такой ибадат, который Аллах сделал, ангелы сделали, и потом Аллах говорит, вы верующие тоже это делаете. Салават на пророка, саллиллаху алейхи вассалям, нас приближает к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям. У него очень много достоинств. Салават на пророка, саллиллаху алейхи вассалям, увеличивает нашу любовь к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Когда мы читаем салават,
Говорится, что этот салават доносят до пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, когда мы его приветствуем, он отвечает на наше приветствие. Вот что есть в этом маулиде. Далее. В маулидах на разных языках, на родных языках, стихотворной форме, либо не стихотворной, просто в виде рассказов, упоминается жизнеописание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То, вот мы же знаем, что вот Аллах Всевышний в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана». В пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, для вас лучший пример для подражания. Чтобы с него брать пример, чтобы жить правильной жизнью, чтобы быть на него похожим, вот эти поступки, которые он совершал, чтобы нас побуждать быть похожим на пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, нам рассказывают о жизни пророка, алейхиссалату вассалям. Нам рассказывают, начиная с момента его рождения, как он родился, как он жил, о его семье, о му'джизатах, о достоинствах. Все, что увеличивает нашу любовь к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Это сира посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Также рассказываются там истории, побуждающие к религии. Там часть, из чего еще состоит маулид, это амру биль ма'руф ва нахью аниль мункар. То есть побуждение к правильному и остережение от запретов. То есть, другими словами, человека, чтобы наставляли на правильный путь. Вот люди собрались на мавлид и друг другу делают напоминания, остерегают от грехов, призывают к хорошему, призывают к правильному, призывают ко всему тому, к чему призывает Священный Коран. Призывает, субхану тааля, Всевышний Аллах. Также на мавлиде делается дуа. Дуа мы знаем, сколько есть. И аяты есть, где Всевышний Аллах говорит, «Уд'уни астаджиб лакум», вы просите меня, я вам отвечу. Особенно в коллективе, когда делается дуа, даже если один человек делает дуа, а остальные говорят на это «Аминь», если даже мое дуа не примет Всевышний Аллах из-за моих грехов, из-за каких-то поступков, которые меня отдаляют от Всевышнего Аллаха. Но кто-нибудь из хороших, праведных, приближенных к Аллаху, который находится там, если аминь скажет, Аллах принимает это дуа из-за любви к этому праведному человеку. Вот это сила коллективного дуа. Также по мере возможности делается садака. Это какие-то угощения, это что-нибудь поесть, что-нибудь попить и так далее, и так далее. Вот все, что мы перечислили, это маулид. Также какой-то другой маулид вы знаете. Формат, место проведения и так далее. Но все, что здесь маулидом называется и что совершается в течение этого маулида, это все то, за что бывает огромная награда, из-за чего увеличивается любовь к Аллаху, любовь к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, объединяются верующие. На маулидах люди, которые годами друг друга не видели, могут увидеться, могут познакомиться, новые какие-то знакомства и так далее. Мероприятие, которое реально со всех сторон объединяет и укрепляет мусульман. Подобные мероприятия, в хадисах говорится, когда проходят такие мероприятия, ангелы заполняют собой эти места там на маулиде. Ангелы, созывая друг друга, спускаются с небес, обитатели небес, заполняют на земле те места, где люди вспоминают Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи, где проводятся вот подобные маджлисы, подобные маулиды. Не боясь этого слова будем говорить. Маулиды, где проводятся, ангелы заполняют эти места. То есть первая ступень, первый шаг тех людей, кто выступает против маулида, это аяты и хадисы. Они приводят хадис пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, где говорится «Куллю бид'атин далаля ва куллю далалятин финнар». Каждое новшество – это заблуждение. Слышали такой хадис? И каждое заблуждение будет в аду. И говорят, вот видите, маулид, вот, который мы проводим, вы так все перечислили, там все хорошо, все идеально, все, никаких проблем. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вот так, именно в таком формате собирался со сподвижниками, проводил маулид? Нет. Значит, это новшество. А значит, если это новшество, то это заблуждение. А значит, если это заблуждение, то это в аду. Так не значит. Это в хадисе не это говорит, не об этом говорится. Люди говорят, вот же есть хадис. Вот
Понятно, черным по белому. Вот новшество, надо сказать таким людям, это вот как ты сейчас брать перевод хадиса и оттуда решение извлекать шариата. Вот это новшество, и это плохое новшество. Вот оно будет в аду, надо сказать. Вот так коверкать хадис и самовольно его толковать. Вот это в аду, надо сказать. Вот это и есть самое настоящее заблуждение, а не мавлид. Касательно этого хадиса, имам Шафии, рахимахуллах, говорит: «Куллу ма ахдата ва юхалифу китабан ва суннатан», каждая вещь, которая не была во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и появилась после, и она противоречит Корану и Сунне, она в основе своей противоречит. То есть конкретный запрет на такие вещи. В Коране и в Сунне говорится, так нельзя. Вот это фауа бид'атун заляля. Вот это и есть плохое новшество, которое противоречит исламу. Это и есть заблуждение. Ва куллу ма ахдаса ва ла юхалифу китабан ва суннатан ва хуа бид'атун махмуда. А каждая вещь, которая не была в такой форме во время пророка, в таком формате, в таком виде, но она в основе своей не противоречит ни Корану, ни Сунне, то есть нету в Коране, в хадисах запрета на это, то это одобряемое новшество, говорит имам Шафии, рахимахуллах. Вот же толкование этого хадиса. Имам Шафии не сказал каждая вещь, которая не была во время пророка, он поясняет этот хадис и говорит: пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запрещал то новшество, которое противоречит Корану и Сунне. И сам продолжает говорить: а если оно не противоречит, то это приветствуется, то это одобряется. Имам Шафии, рахимахуллах, выделяет два вида новшества: дозволенное и недозволенное, одобряемое и порицаемое. Имам Навави, рахимахуллах, великий алим, он разделяет и делит 5 видов новшеств. Имам Навави, рахимахуллах, выделяет 5 видов новшества, среди которых даже есть обязательное. Представьте себе, вещь, которая не была во время пророка, алейхиссалату вассалям, но сегодня фарзом становится, обязательно. Обязательное новшество, желательное новшество, дозволенное новшество, нежелательное и запрещенное новшество. Вот обязательное новшество. У человека же в голове недопонимание может быть, как это новшество, его не было во время пророка, но оно сегодня фарз. Например, если какая-то заблудшая секта распространила информацию и заблуждает людей. Допустим, у тебя есть типография, или у тебя есть какая-то техника, современное оборудование, которое по сути своей тоже новшество. У тебя есть информация, у тебя есть возможность выпустить материал, или создать сайт, или создать еще какой-то способ разоблачения этой секты. Ты же обязан это сделать, если Аллах тебе дал такую возможность. Это же тебе фарз. Это не фарз у того, у кого нет этого. Но у тебя есть, допустим, та же типография. У тебя есть информация, которую ты можешь размножить, отксерить, выпустить литературу по разоблачению заблудшей какой-то секты. Это фарз сегодня, если у тебя есть возможность. Конечно же фарз. Например, приобретение знаний – это обязанность каждого верующего и верующей. Также мы знаем. Хадис пророка, саллаллаху алейхи фаридатун аля кулли муслимин ва муслимат. Значит, знание приобретать – это фарз. Также. Но медресе, здание медресе, вообще строить медресе. Пророк, саллаллаху алейхи же при жизни пророка знания же приобретали. Но медресе строили во время пророка? Не строили. Это же бид'а, это же новшество. Люди пытаются делить религиозное новшество, нерелигиозное. Вот напрямую религиозное новшество. Медресе – это где ильму приобретают. Исламские институты, исламский университет с классами, кабинетами, партами, стульями, досками, с программой. Первый курс – такая-то программа, второй курс – такая-то. Это же все бид'а, это же новшество. Сессия, экзамены, зачеты, аттестаты, дипломы. Это же все бид'а, все же новшество. Но чтобы знания приобретать, это же фарз сегодня. Поэтому, когда люди говорят, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это запретил маулид вот этим хадисом, это заблуждение.
Пророк так делал ли, говорят. Пророку, саллиллаху алейхи вассалям, сахабами не было нужды проводить мероприятие, которое приближает нас к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Не было нужды. Они и так были возле пророка, алейхиссалату вассалям. Они и так, все, что мы на Мавлиде рассказываем из жизни пророка, они и так это знали, потому что они жили рядом с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Там не было нужды проводить такое мероприятие. Они читали Коран, читали зикру, салаваты, таубу, все, что читаем мы. Но вот в таком формате проводить, как сегодня Мавлид мы проводим, тогда не было необходимости. Они любили пророка, находясь с ним рядом, они знали о нем, они знали его жизнь, они сами являлись частью жизни пророка, алейхиссалату вассалям. У них не было такой необходимости. Но нам сегодня это необходимо. Нам сегодня это, можно сказать, и даже обязательно, чтобы полюбить пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Представьте себе, по всей России, во всем мире, вот возьмем нашу страну, сколько маулидов проводилось в нашей стране, благодаря которым все мы, можно сказать, приближались ко Всевышнему Аллаху. Сколько сегодня по сей день проводится маулидов, на которых люди даже вот в прямом смысле слова принимают ислам, в прямом смысле слова приближаются к Аллаху, благодаря которым они оставляют грехи, делают таубу, сердца этих людей смягчаются, приближаются к религии, и они начинают совершать и намазы. Сколько маулидов бывает, на которых люди присутствуют, даже намаз, который не совершают, благодаря маулидам начинают совершать намаз. И любое из благих деяний. Вот как можно вот этот маулид отрицать теперь и выступать против? Только либо человек, не понимающий вообще религию, будет это отрицать, либо лицемер, который хочет вот столько благих деяний, чтобы люди не совершили. Который хочет, чтобы к Аллаху люди не приближались через это. Который хочет, чтобы все эти тысячи, миллионы людей, которые благодаря маулиду о религии узнают, к Аллаху приближаются, эти люди не хотят, у них на душе неспокойно, когда люди к исламу приближаются. Еще один довод, который они используют против маулида, это аят Корана, где Всевышний Аллах говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, аль-яума акмальту лакум динакум, ва атмамту алейкум ни'мати». Аль-яума акмальту лакум динакум. Если дословно перевести, сегодня Аллах говорит: я завершил вашу религию. Слышали такое? Аллах говорит: сегодня я завершил вашу религию. Что это означает? Все заблуждение из-за перевода уже идет к нам. Когда человек читает, вот дословно ты читаешь перевод. И говорит, вот аят Корана, где Аллах говорит: сегодня я завершил вашу религию. Какой вывод напрашивается? У такого человека, который вот среднестатистический мусульманин, да, который просто делает свой намаз, ходит в мечеть. У него в голову придет мысль, что в тот день, когда этот аят не спаслался, все, религия завершилась. Это же приходит, логично же. Нового, правильно, нового ничего не должно быть. Аллах говорит: сегодня я завершил вашу религию. Нового ничего не должно быть. Она завершена, все, закрыто. Полностью она сформирована, закрыта религия, укомплектована, как говорится. Надо спросить таких, дальше приходили. Вот, логично. Теперь, если мы так будем понимать, что религия все уже усовершенствована, она укомплектована, все, больше ничего нового там не будет, значит, логичным должно быть, разумным, что этот аят должен быть последним аятом Корана. Также последний аят, который не спаслался пророку, означает, что вот этот аят не спаслался, посланник Аллаха должен был покинуть этот мир. Все, ни аятов, ни хадисов после нету, которые к религии отношения имеют. Такой же вывод напрашиваться должен. Но этот аят, он не был последним аятом, который не спаслал Всевышний Аллах Субхану Тааля. После этого аята еще аяты не спасались. Вот после этого аята Аллах еще отправил аяты. Получается, что это противоречие самому Корану, что ли, самому себе, где Аллах говорит: сегодня я завершил вашу религию,
А потом, как будто бы она не завершилась, все-таки еще вдогонку Аллах отправляет аяты. Не соответствуешь, не состыковка. Когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, этот аят не спаслался, на самом деле, уже в конце жизни пророка, алейхиссалату вассалям, но не самый последний. В конце жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и причина неспослания этого аята был совершенный хадж. Пятый столб ислама. Когда до этого момента мусульмане, вот первый столб шахада, второй намаз, третий закат, четвертый пост. Вот все 4 перечисленных столпа они выполнили, хадж они не совершили до тот момент. И после того, когда в конце жизни пророка, он же один хадж совершил в своей жизни, когда этот хадж тоже был совершен, пятый столб тоже, уже получается все 5 столпов мусульмане полноценно выполнили. Вот после совершения 5-го столпа Аллах Всевышний говорит пророку, саллаллаху и его сахабам: «Аль-яума акмальту лакум динакум». Я сегодня вашу религию завершил. То есть сегодня все 5 столпов я вам дал совершить. Вот что это означает. А этого же нет в переводах Корана. В переводах Корана, которые штампуют те люди, которые хотят выступать против маулидов и подобных вещей, выгодное толкование они себе дают, но не истинное толкование, то, что говорит Всевышний Аллах в Коране. Поэтому, если мы когда-нибудь услышим этот аят и этот хадис, в первую очередь нам надо знать, что ни аяты, ни хадисы самовольно толковать нельзя. Во-вторых, смысл этого хадиса не тот, который сегодня преподносят люди, запрещающие маулид, и смысл этого аята тоже не такой. Сегодня полным ходом, вот посмотрите, люди как приводят этот же хадис и этот же аят, выступая против маулида. Опять-таки, люди либо невежественны, либо целенаправленно, зная, что это заблуждение, все равно продолжают вводить заблуждение людей. Теперь объяснили мы им, объяснили, что аят не так толкуется, как они нам толкуют, хадис не так понимается, как они его нам преподносят. Доводы еще какие-то они могут пытаться приводить. Потом уже закончились их аргументы Корана и хадиса, у них начинается логика. И они берут эмоциями. Они говорят: как же ты посмотришь в глаза пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, в судный день, когда ты сделал то, что он не сделал, на что он не указал. Но не показал это пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И спрашивают: вот все фарзы ты выполняешь как положено, на которые Аллах указал, на которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал? Выполняешь ты все фарзы? Конечно, скромный человек скажет: ну, тяжело, ну, стараюсь как-нибудь. Над ними усердствуй. Зачем ты делаешь то, что не сделал пророк? В судный день он тебя спросит: зачем ты сделал то, что я не делал в жизни? То, чему я не учил, зачем ты делал? Что ты ответишь пророку в судный день? И человеку становится внутри стыдно. Почему? Потому что вот эмоционально его сломили. Надо сказать пророку, саллаллаху алейхи вассалям: о посланник Аллаха, я делал то, что ты указал мне. Я вот даже это все вместе собрал. И целый маджлис, мероприятие делал, где все, что ты чему нас учил, делали. Я делал все, чтобы полюбить тебя и распространять твою религию. Я это маулиды проводил, чтобы другие люди, которые вдалеке были от религии, которые были вдали от тебя, чтобы их тоже к религии потянуть, вот для этого я делал, скажи. И это не является то, что ты делал, то, что не указал пророк, алейхиссалату вассалям. Когда и это тоже у них не проходит этот номер с эмоциями, они начинают издеваться. А, плов собрались покушать, да? Маулид, плов на маулиде. Вот это такая даже крылатая фраза есть в интернете. А, маулидисты, как там еще говорят? Любители плова, там что-то вроде этого. То есть, чтобы человеку стыдно стало. А, маулид делаешь, да? Ты маулид признаешь? А, плов любите кушать, значит, да? Все, больше нету. Нету никаких доводов, аргументов. Просто, чтобы человеку уже, когда 10 раз вот делает Мухтар маулид, 10, 100 раз, если скажут перед всеми: а, плов собираетесь, да, кушать плов, Мухтару, чтобы уже неудобно было.
Вот на самом деле, вот, чтобы в головах далеких от ислама людей, чтобы маулид ассоциировался с поеданием плова. Хотя по сути своей, это же вообще нет такого, с пловом связанной такой вещи. Можно просто сказать, а что смешного? В чем смех, если речь идет о плове даже? Если я скажу, братья, соберемся сегодня ко мне, покушать просто плов, это благое деяние? Это же благое деяние, если я накормлю людей едой. Но если вместе с этим я еще столько хорошего и Коран, и хадис, и зикру, таубу, салават проведу, это смешным каким-то становится. А в чем смех? В чем смех в том, что когда человек не может разумными аргументами провести, он начинает высмеивать, чтобы внутри нам тоже неловко стало за это. Надо сказать, плов тоже мы кушаем там. Если Аллах даст плов сегодня, плов покушаем. Если плов не даст, что-то другое покушаем. Что надо на это ответить? Надо сказать, во-первых, тут суть не накормить кого-нибудь, суть распространить знания о пророке, восхвалить пророка, благословить пророка, прочитать Коран, поговорить о религии. А плов это просто как третьестепенная вещь, которая может быть там, может не быть там. Угощение на Маулиде, по сути, это не фарз. Если сегодня люди сразу приводят, как бывает, это тоже психологический прием, когда не придраться к основе, когда нет через призму Корана и Сунны каких-то явных доводов против, начинают приводить примеры неправильного понимания этого. Вот, например, скажут, вот у меня тетя есть, которая целую зарплату ждет, чтобы провести маулид, она там ничего не понимает, она намазы тоже нормально не делает, фарзы не делает, но хочет провести маулид, ждет зарплату, 20-30 тысяч рублей денег на это хочет. Я говорю, твоей тете давай пригласи нас, и мы объясним, что, во-первых, 20-30 тысяч рублей не обязательно на это все тратить, вообще не обязательно даже угощение там сделать. Можно без угощения. Бывают маулиды, где нет этого плова и этих угощений. Во-первых. Во-вторых, если твоя тетя не делает намаз, но хочет провести маулид, это как раз таки радостный случай далекого от ислама человека, это есть шанс призвать к религии и на этом маулиде рассказать о важности намаза, чтобы твоя тетя завтра наконец-таки начала делать намаз. А ты призываешь нас не собираться на этом маулиде, значит твоя тетя дальше должна не делать намаз, получается, что. Маулид же это как раз таки хороший повод ее привести к этому намазу. Почему ты его запрещаешь? Когда ты должен наоборот радоваться и сказать, хоть что-то благое она с исламом связанное сделает, и дальше, благодаря этому, мы ее постараемся к основам религии, фарзам привести, к ее обязанностям. Касательно, мы приглашаем там не бедных людей. А где сказано, что по шариату угощение можно дать только бедному человеку? Вопрос, садака богатому человеку можно сделать? Можно же сделать. Садака можно самому богатому человеку сделать. Это не надо путать с закатом. Если закат дается мискинам, факирам и так далее, должникам, садака можно сделать любому человеку. Вы, говорите, там кого-то небедных людей зовете. Я кого хочу, того и позову. Кого хочу, того и угощу. Это мое право. А при чем здесь маулид? Зачем ты маулид запрещаешь, если я там кого хочу, того и угощаю? Если не захочу, я никого не угощу. Можно же так ответить. Просто игра слов. Вот эти фокусы, которые они делают. Словами играют, что в итоге, вот посмотрите сегодня, сколько есть людей, мы же перечислили, сколько награды может быть за этот маулид. По сути, там даже тени сомнений нету, что это только благо и благо полностью. И разумный человек должен сказать, это отличная вещь. Это надо всем и далеким от религии, и близким к религии, и соблюдающим, и мало соблюдающим, и не соблюдающим, и верующим, и неверующим. Это всем нужно, потому что всем людям польза от этого маулида. Вроде бы разумный человек так должен был думать. Но сегодня сколько есть людей? Есть такая категория, которая говорит, я и не отрицаю маулид,
и сам тоже не провожу, сам тоже не присутствую. Тех, кто присутствует, тоже не порицаю. Это не определившийся человек. Это человек, который все равно не понял, что маулид это благо. Если он уже для себя решил, я все равно не хожу, но и не порицаю, значит, у него есть какие-то претензии к этому. Также, если искренним быть, значит, все-таки вот здесь что-то ему не дает пойти на этот маулид. Да, мы не скажем, все, ты там заблудший, ты там ваххабист, террорист и так далее. Нет. Маулид это не обязан человек делать, если по большому счету. И если человек маулид не делает, он ваххабистом не становится. Но если он уже видит в нем что-то не то, какие-то подозрения, значит, ему уже испачкали его мозг. Когда такое чистое мероприятие, начиная с Корана, заканчивая дуа, столько благодеяний там совершается, и столько наград он получит. Ангелы заполняют это место, где происходит этот маулид. Человек к исламу на самом деле приближается к пророку, любовь увеличивается к пророку, саллиллаху. Все происходит там из благих деяний. Это то, на самом деле, каждая вещь, из чего состоит маулид, это она идет, берет основу на Коране и на сунне пророка, саллиллаху, но он сомневается. Почему? Потому что в свое время не того человека послушал, уже впитал, уже негативную, с негативной стороны познакомился с маулидом. Заочно, как говорится, не напрямую, не явно, а вот заочно ему рассказали, что там это плохо, это нельзя, это пророк не делал. Уже испачкалось мнение, а потом даже когда ему разъяснили, что в исламе это есть, и это не противоречит исламу, тогда хорошо, я ничего не скажу против, но особо я сам тоже не горю желанием. Да? Самому себе честно ответь, почему ты туда не ходишь. Если искренне ты себе признаешься, то ты должен себе сказать, потому что мне что-то там не нравится, я что-то продолжаю считать там неправильным. Вот этот Фулейдж, когда ему задают вопрос, и говорят, у нас в нашей местности распространилась традиция проводить ифтары. Когда мы отпускаем уразу, проводить мероприятия, где вместе разговляемся и так далее. Там перечисляю, там подробно не помню, можно вставку сделать, да, дойти этот ролик. И спрашивают, можно ли это по шариату. И этот Фулейдж говорит, что во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям, такой практики не было. Не было такого конкретного мероприятия под названием ифтар, где люди собирались коллективом, там проводили какую-то целую там программу, мероприятие и вместе коллективно отпускали уразу. Не было такого, говорит, во время пророка. Но это можно делать, говорит, потому что это не противоречит исламу. Получается, все то же самое, если мы называем ифтаром и отпускаем уразу, можно делать. Если это не ифтар, уразу не отпускаем, это бид'атун заляля в аду, в огне, против пророка и так далее, и так далее. Знаете почему? Почему сегодня они вынуждены это признавать? Потому что, когда 20 лет назад они обманывали, и 20 лет назад мы же видим уровень образования религиозного, и сейчас он же разный. Сейчас любой вопрос, вот так книгу показать, за 2 секунды можно вот так показать человеку, вот аят, вот хадис, вот ученые вот так сказали. Раньше такого не особо было распространено. И раньше интереса к этим знаниям тоже у людей не так много было. Сейчас, альхамдулилля, посмотрите, сколько знающих людей, сколько мутаалимов, студентов. Раньше это прокатывало, сказать, вот есть куллю бид'атин заляля, каждое новшество в аду, заблуждение. Вот сказал, и пока люди найдут толкование, что имам Шафии сказал, это вообще другой смысл там. Уже тысячами людей друг друга пообвиняли там во всем, в чем можно обвинить. Поэтому раньше прокатывало, вот так закинут обвинение, да, и пока там разоблачение придет, уже своя работа, шайтан уже делает свою работу. А сейчас они вынуждены признавать. Что они могут сказать против? Сегодня такие, как Фулейдж, признают и говорят, пророк не делал, но можно. Хорошо, а где вы? Почему 20 лет назад вы не говорили? Пророк не делал, но шариату не противоречит, значит можно. На Мавлид почему так не говорили? Вот эти двойные стандарты. И когда вот они сами, когда видят этих Фулейджей, своих как бы, да, двухсторонних людей, с двуличными мнениями, да, вот они потом, вот у них ничего не остается, кроме как шутить про плов на Маулиде. Как бы уже, вот это единственный уровень, то, что осталось, вот это сарказм.
Плов кушать собрались, да, на Мавлиде. И все, больше толком они ничего не могут сказать. У любого сегодня спросите, почему Мавлид нельзя, что он приведет? Тот же аят, тот же хадис, который давно уже растолкован. Он не может, он даже не будет приводить это аят и хадис. Это будет против него самого. Поэтому максимум он скажет, собрались плов покушать. И все. Вот психологические вот эти игры, влияние на молодежь. Мы не знаем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, родился 12-й день месяца Рабиуль Ауаль. Это день рождения пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И умер он тоже в 12-й день месяца Рабиуль Ауаль. И говорят, касательно даты его смерти, то это точно известно, и это достоверно, что он умер 12-го Рабиуль Ауаль. А касательно дня рождения, в этом есть разногласие. То есть не точно, что он родился 12-го Рабиуль Ауаль. Значит, хотя это так не значит, но у них это значит, вы радуетесь смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чем его рождению. Посмотрите. Ну вот абсурд, представьте себе, абсурд полный. Что еще сказать на это? Потом пишут, какой-то еврей начал сделать. Когда начал Да, начали говорить, это первый маулид сделал кто-то. Первый маулид в истории сделал, я эту информацию тоже хотел донести, чтобы не затягивать ее, брат. Музаффар человек, который считался почтенным в свое время, человек, который уважал алимов, его уважали люди, который известен был как очень даже благосклонный человек. Суть в том, что мы не отмечаем. Суть того, что если мы, пользуясь заодно и в это, люди говорят, вы обязуете в день рождения пророка это делать. Не обязуем. Мы его ни разу в жизни сделать даже не обязуем, никогда. Не хочешь, никогда в жизни не сделай, и ты верующий мусульманин, и в этом нет греха. Проблем нет. Но не говори, что люди обязуют, когда они не обязуют. Могли делать в этот день. Не, мы делаем. Люди говорят, новоселье бывает, обязательно хотят делать маулид. Сын родился, обязательно хотят делать маулид. Машину купил, обязательно надо делать маулид. Кто сказал, что обязательно делать маулид?